Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на телеканале Якутия-24. Сегодня героиня нашего выпуска – это Кучукова Людмила. Людмила у нас занимается таким интересным делом. Она у нас восстанавливает старую мебель. Ну, кто-то назовет это реставрацией, кто-то называет это реноваторство, а кто-то это просто называет своим увлечением и хобби. Правильно, Людмила? Да, все верно. Здравствуйте. Можно называть это как угодно, но в общем это, конечно, самое главное – это увлечение. То есть как давно вы занимаетесь вот этим делом и с чего вдруг пришла идея вот взять старую мебель и дать ей вторую жизнь? Ну, занимаюсь я этим не так долго, где-то в течение 4 лет. Ну, как вообще пришла в голову мысль обновить мебель? Ну, наверное, как каждой женщине хочется, чтобы дома было красиво, бюджетно, что тоже немаловажно. И не так, как у всех, наверное, чтобы какая-то изюминка была. Помните тот самый свой первый эксперимент со старой мебелью? Да, я, конечно, помню. Это были просто цветочные ящики, которые я хотела сделать, чтобы они подходили под стиль дома, ну и чтобы они вообще отвечали моим всем требованиям, которые я хотела, изначально от этих предметов. Вот все началось совсем с простых, обычных вещей. Это были какие-то маленькие ящики, это были какие-то цветочные горшки, которые должны были подходить по интерьеру, по цвету, вообще по содержанию. Ну и чтобы они действительно были функциональные, чтобы они были удобны. Ну и в первую очередь, конечно, чтобы они были красивы. Наверное, многие думают вот так вот, ну, возьму-ка я за переделку, возьмусь-ка, да, начну я с покраски, шпаклевки и так далее, но это же дело-то как будто бы кажется, что очень дорогое. Вот неужели вам не было проще пойти и найти эти горшки на витринах в магазине? Ну, во-первых, я не могу сказать, что это очень дорого. Во-первых, эти краски, они очень устойчивые к стиранию, они очень экологичные, они в первую очередь, они без запаха и они гипоаллергенные. Вот именно те краски, которыми я пользуюсь, они отвечают всем этим требованиям. И количество, которое вы затрачиваете, скажем, на эти мелкие вот какие-то детали, на мелкие предметы интерьера, их хватает очень надолго. То есть это такое хорошее вложение, да, потом прослужит еще много лет. Во-первых, это хорошее вложение, во-вторых, это очень красиво, а в-третьих, то, что перекрашено уже изначально этими красками, можно перекрасить и в 5-й, и в 10-й раз. В общем, этот предмет будет очень долго служить и даже может остаться кому-то по наследству. Ну вот сегодня в вашем доме насколько вот много места занимают те самые предметы, которым вы подарили вторую жизнь? Вы все-таки за минимализм или вы прям вот собираете все по крупицам, и у вас все в доме заставлено? Нет, у меня в доме, конечно, не все заставлено. Обычные функциональные вещи, такие, как есть в каждом доме. Это шкаф перекрашенный. Это кухонный гарнитур, он тоже перекрашен. Это буфет, он перекрашен. Стулья, столы, какие-то тумбы, обувница. Ну, все, что есть у каждого в доме, все это у меня перекрашено своими руками. То есть вы только перекраской занимаетесь или вы еще немножечко и с дизайном работаете? Ну да, с дизайном тоже, потому что приходится немножко как-то украсить вещи, как-то придать ей какой-то, определенный налет какой-то. Иногда попадаются очень хорошие, действительно старые экземпляры. Это, конечно, у меня нет антикварных вещей в доме, потому что это, во-первых, очень дорого. Во-вторых, в нашем городе их практически нет, может быть, только в каких-то частных коллекциях, либо в музеях. Доставка, соответственно, тоже. Ну и такие большие вещи как бы трудно перевозить. Но у меня очень много есть из старой советской мебели. Из старых, например, скажем, румынских гарнитуров, мебель, она сама по себе очень хороша. Она фактурная, она имеет какие-то элементы отделки очень интересные. И вот, допустим, если они где-то утрачены, например, какие-то следы бытования остались, то, конечно, я стараюсь немножко мебель, скажем так, отреставрировать, да. Я же не профессионал, и поэтому я же любитель. Но, конечно, я смотрю какие-то передачи, смотрю какие-то мастер-классы, я очень часто гость в этой студии. Что-то, конечно, получается, и если совсем, нет такой вещи, которую невозможно сделать, чтобы она заиграла по-новому. Я думаю, самое время перейти уже к тем самым предметам вашего быта, которые вы уже переделали, которые у вас уже есть в пользовании, да? Вот я вижу тот самый чемоданчик.
Ну вот тот самый чемоданчик. Один из самых излюбленных предметов вообще всех декораторов, я так думаю, потому что на многих девочек я подписана, все, по-моему, прошли через эти чемоданы. Ну, во-первых, эта вещь довольно-таки хорошо сохранилась, в довольно хорошем сохране. Он весь плотный, без всяких следов там, короче, вот как Износа, бы да? износа, да. А вообще откуда вы его взяли? Ну, вот этот чемодан мне отправила моя подруга, которая живет в Санкт-Петербурге. Там этих вещей очень много, там есть большой выбор и по цене. Ну, наверное, все слышали, да, про такой блошиный рынок, Да. Куделка. Ну, вот эта вещь оттуда. Поэтому она мне как бы вдвойне дорога, потому что это и подарок, и вещь такая с бложки. Я там была сама, была очень впечатлена. До сих пор у меня очень много впечатлений об этом месте. А можно посмотреть, как он внутри-то выглядит? Ну, вот внутри он точно такой же, какой он был раньше. Вот эти вот следы, которые остаются, где-то вот отошедшие краешки, вот это все можно просто подклеить, оставить все так, как есть, потому что он достаточно чистый внутри, поэтому им можно вообще свободно пользоваться. А вот это что? Это бумага или что это? То есть это Он, было- он оклеен, да, бумажными какими-то обоями, сам он сделан из дерева и сверху обшит, ну, я не знаю, как это называлось раньше, ну, чем-то, что-то такое под кожу. Ну, он был обычного коричневого цвета, ничего там такого в нем красивого особо не было по цвету, если брать. Здесь были, конечно, некоторые следы времени, здесь что-то ставили горячее на него. Ну, в общем, он нуждался в перекраске. Как вы его сделали таким элементом такого современного дизайна, да? Ну да, но он еще, конечно, в работе у нас. Еще Еще, да, он еще не до конца оформлен, потому что в той линейке средств, которыми я пользуюсь, очень много всяких декораторских штучек, которые придуманы для того, чтобы, ну, действительно сделать какую-то красоту. Вот этот арт-объект, он станет просто держателем документов нашей семьи. Я думаю, что он достаточно вместительный, достаточно удобный, чтобы в нем держать какие-то вещи, документы. Ну, я вот его планирую именно конкретно, да, вот под такие всякие нужные вещи, чтобы это все лежало в одном месте, чтобы это можно было открыть, и каждый мог взять то, что ему нужно. Вы сказали, что он находится в процессе. А вообще для вот той самой реставрации, можно так сказать, все-таки, да? Вот вы что сделали? Вы прошкурили, отшкурили, зашпаклевали, покрасили или просто нанесли несколько слоев краски? Нет, вот и об этом я хочу сказать отдельно. Теми красками, которыми пользуюсь я, и которыми пользуются большинство людей, которые увлечены этим делом, да, в нашем городе, ими можно, скажем так, творить, не подготавливая специально как-то предмет к покраске. То есть не надо, да, вот это? Не надо шкурить, можно только красить. Вот. То есть это и экономит время это, экономит нервы, да, возможно, и, соответственно, мы видим результат, то есть достаточно ярко, да, насыщенный цвет. Да, поэтому, мне кажется, это преимущество вообще вот этих материалов всех, потому что достаточно только подготовить предмет перекраски. Это его нужно, конечно, хорошо отмыть. Бывают вещи, ну, очень, скажем, там запачканные и временем, и всем чем угодно. Обезжирить, как обычные инструкции. Это, в принципе, стандартная инструкция для перекраски мебели. И все, и начинать красить. Ну все, теперь чемодан мы убираем, с ним все понятно, все с ним практически уже все сделано. А теперь я хочу показать вам другой предмет интерьера, это стул. Так, Вот это уже как-то ближе уже к моему восприятию старой мебели. Вот такие стулья, мне кажется, были, ну, даже в моем детстве, я это точно уверенно помню. Он такой был молочного какого-то цвета, да, и лаком покрытый, правильно? Это вот из той же серии? Ну да, это старая советская лакированная мебель. Мне кажется, они были вообще в каждом доме, такие стулья. Они обычно были окрашены, ну, в разные цвета. Они были и молочные, они были и шоколадного оттенка. Они были и более темные, да, и действительно они были покрыты старым советским лаком. Я помню еще, оно потом все начинало вот так скрипеть, оно все скрипело, и вот эти ножки были не самые устойчивые. Нет, мне просто повезло, эти стулья мне достались, ну, в относительно хорошем состоянии. Я с ними практически ничего такого не делала, не укрепляла там ни сиденья, ни ножки. Просто мне захотелось их перекрасить, потому что лак уже был где-то местами отошедший, где-то были уже царапины, сколы. Ну и вот как бы он отлично подходит как предмет для перекраски, даже для начинающих
Дорогие друзья, мы напоминаем вам о том, что в эфирах нашей программы мы стараемся очень часто проводить различные мастер-классы, либо давать советы. Вот сегодня мы вместе с Людмилой решили попробовать не только перекрасить этот стул, ну потому что он уже покрашен, да, мы решили его немножечко отдекорить. И Людмила сегодня покажет, как можно в принципе в домашних условиях вот сделать из простого советского стула стул такой очень интересный, современный, возможно, да, или винтажный. Вот сейчас и узнаем, какой. Что для этого нам потребуется и какие у вас вообще идеи? Так, ну для этого нам потребуется, ну кто-то одевает перчатки. Я люблю, например, работать просто руками. Для этого нам нужен адгезионный грунт обязательно для сцепки материала, да. Если вы окрашиваете ранее не окрашенную поверхность, то обязательно нужен адгезионный грунт. Как он выглядит? Он обычно такого вот белого цвета. Это грунтовка, да, но это специальная мебельная грунтовка, которая, она создана для того, чтобы краска сцеплялась с поверхностью. Грунтовочка потребуется, еще что? Так, нам нужна будет сама по себе краска, ну сама краска, то есть, да, ну и какие-то отделочные материалы для декора. Ну, для начала нужно вообще определить, какую задачу вы ставите перед предметом, да, что вы от него хотите, хотите ли вы его использовать по прямому назначению, или он у вас будет просто как арт-объект в доме, ну просто как своего рода украшение. И вообще, чего вы от него хотите, в каком стиле вы хотите эту мебель подать вообще, да, и сделать для себя. Ну вот я, допустим, от этого стула мне нужно, чтобы он выглядел как старый, винтажный, потертый стул. Вот сейчас это мы и будем делать. Хорошо, ну давайте приступим уже. С чего начнем? Возможно, если нужна помощь, я могу вам помочь. Итак, грунтовочка, краска и какие-то элементы для декора, правильно? Да, все верно. Ну, грунтовкой мы пользоваться не будем, потому что стул был ранее окрашен этими же материалами, которыми мы будем красить сейчас. Ну и, конечно, нам нужны кисти. Да, вот к слову об инструментах. Я люблю хорошие авторские кисти, но это просто как бы мое желание было всегда их иметь именно от этого автора, который выпускает краски. Они у меня все есть, они целая коллекция, я ими очень дорожу, крашу я ими только какие-то свои самые любимые предметы. Потому что, то есть так вот творческий человек вот так подходит, да, к инструментам, то есть бережет даже кисти, да? Да, обязательно, кисти нужно беречь. Так, ну и все вот эти кисти, они имеют разный функционал? Да, эти кисти все разный функционал имеют, вы правильно заметили. Вот эта кисть, она у нас идет для нанесения трафарета, потому что, видите, она у нас плоская, она у нас достаточно хорошо набита, поэтому трафареты будут получаться очень хорошо, ничего не будет подтекать, ну и как все получится нормально. Как надо, да? Да, как надо. А вот с этим вытянутым носиком? Ну вот эти вот коротенькие кисточки, они хороши где-то красить, например, ну, где в труднодоступных местах, да. Вот эта кисть, она тоже короткая ручка, ну, рукоятка короткая, тоже можно достать какие-то места, где не так легко попасть. Вот эта кисть сделана специально для лака, она сделана из козьего волоса, она очень упругая, очень мягкая. И почему для лака я сказала? Потому что мы всегда, когда окрашиваем мебель, мы используем финиш. Потому что финишное покрытие обязательно должно присутствовать, тем более в таких предметах, как стулья, шкафы, то, что используется часто, то, что мы все время трогаем, передвигаем, на них сидим, спим, что-то делаем. Поэтому вот эта кисть у нас специально для лака. Но я хочу сказать, что есть вот такие вот кисти, которые стоят, ну вот буквально 10-15 рублей, но они ничем не хуже. Действительно? Действительно. Да. Я думала, вы наоборот сейчас скажете, ни в коем случае не покупайте такие. Действительно, это так. Это очень хорошие кисти. Ну, девочки, которые в теме, которые знают, они эти кисти легко узнают. Да, ими мастера все пользуются. Тоже для лака? Да, нет, это для перекрашивания, да. Ну, они разных объемов бывают, естественно. Я просто хочу к тому сказать, что да, конечно, ну, хорошо иметь, да, в идеале красивые авторские кисти, да, качественно сделанные, ну, это, причем это испанские кисти. Ну, ничуть не хуже будет обычная кисть из обычного строительного магазина. Это к тому, что, ну, это не так дорого, это доступно, да, всем. Да. Ну и здесь просто разные вариации, да, кисть?
Здесь ручка другая, это просто для красоты или так Ну да, удобнее? конечно, красоты, для да? красоты, ну и вот так удобнее. Это специальные кисти для нанесения воска. Воск это тоже финишное Мгм. покрытие, которое мы здесь тоже будем использовать, но мы будем его использовать не для финиша, а для именно нанесения такого последнего штриха, таких красивых декораторских приемов. Вот так вот. Ну что, Людмила, я думаю, самое время перейти к практической части. Стул готов, вы его покрасили. Кстати говоря, сколько здесь слоев краски? Ну, примерно 3 слоя краски, но я думаю, что не должно быть меньше. 3 слоя это как раз таки достаточно, чтобы предмет потом служил долго, чтобы он не стирался, чтобы никаких сколов, потертостей на нем не было. Я вижу вот здесь такие проблески вот этого коричневого. Это вы уже как-то поверх покрасили или оно само так просочилось? Вот где-то же прям гладко зеленое, а где-то вот коричневые такие Ну, разводы. Что это? вот это как раз таки и есть такой декораторский прием, это все воск. Вот во всех этих впадинках, во всех этих вот мелких трещинках, это воск, шоколад. Он такого насыщенного коричневого цвета, и поэтому он придает как бы, ну, вот такой винтажный вид мебели. Ну, я думаю, что, наверное, каждый все-таки какую-то свою палитру в душе выстраивает, да, какие-то ему оттенки более по душе. Я, например, люблю вообще все цвета, которые природного, скажем, происхождения, да. Вот это вот такой вот зелененький, болотного цвета. Вот этот сам тот же воск, шоколад, он такой, он определенно напоминает вот конкретно молочный шоколад. Я люблю вот этот цвет черный, который многие узнают, который многие очень любят и отдают ему вообще предпочтение. Ну, я люблю глубокие темные, темно-синие оттенки. Ну, вот примерно у меня вот такая цветовая гамма. То есть, ну, это просто ваше предпочтение, вы не следуете там моде там и так далее, да? То есть, хочу вот такой стул, значит, будет такой стул. Нет, я не следую в этом отношении в моде, потому Ну, что это как велит твое сердце, как ты хочешь. Так, ну мы его, наверное, одним слоем все-таки прокрасим сверху сиденья, чтобы наносить уже трафарет, чтобы это уже было более законченный вид имело. Поэтому мы его покрасим в один слой. Ну, если вот по поводу практических советов, то краску нужно наносить равномерно, желательно в двух направлениях. Это получается вперед и назад, чтобы не было никаких непрокрасов, потому что это все будет видно на финише. То есть правильнее будет вперед-назад, да? Вот эти ваши движения, они встречались друг с другом. И тогда будет более ровное, более красивое окрашивание. Хотя, конечно, это тоже, ну, кто как захочет. Людмила, ну мы покрасили стул еще в один слой черной краски, да? Как долго сохнет она и желательно ли там оставлять их на сутки или, в принципе, часа-двух достаточно? Ну, вообще производитель советует, чтобы предмет сох в течение суток. Ну, например, можно вечером окрасить, он ночь ночует, сохнет, все слои просыхают. Краска, потому что на водной основе вся вода должна из пор испариться, высохнуть, и тогда остается только сам пигмент. Но так как мы в условиях студии, нам приходит человек со своим предметом, мы должны его научить, покрасить, красиво все сделать, и он должен уйти довольно счастливый с ним домой. Ну, самое большее пусть занимает этот процесс 5 часов, поэтому, ну, помогают такие обычные вещи, как, например, фен. Ну, хороший, конечно, мощный такой фен, чтобы хорошо все. Подсушили феном и Да, всё, подсушили феном, да, и дальше можно декорировать. Трафарет. Ну вот, мы возьмем вот этот трафарет. Он многоразовый или одноразовый? Он многоразовый. Единственное условие, что если вы попользовались трафаретом, его нужно тут же либо замочить, если у вас нет времени его помыть, либо сразу, естественно, вымыть, да, под водой, под обычной проточной водой. Вот вы, Дарья, спрашивали про какие-то лайфхаки. Да. Ну, такие лайфхаки, я думаю, знает каждый декоратор, который бывает у нас в студии. Это делается очень просто. Вот это все так подклеиваешь к себе, к своей одежде. Вот знаете, я вижу это впервые, хотя я, конечно, работала с декораторами и видела, мы снимали не одну серию передач, но вот так к себе никто не приклеивал. Для чего это делается? Ну, потому что все трафареты на клеевой основе, чтобы немножко снять, как бы, чуть-чуть, скажем так,
Липкость. эту липкость, да, его нужно так к одежде прямо так делаете, а потом уже можно смело прикладывать к окрашенной поверхности. Вот он, лайфхак. При наклейке трафарета на что нужно обратить внимание, да, ну, скорее всего, обязательно не должно быть никаких вот этих воздушных пространств, правильно? Ну да, желательно, чтобы сцепление было хорошее с предметом, потому что иначе просто краска будет подтекать под трафарет и немножко испортится изображение, картинка сама будет неровной. Поэтому вот так вот хорошо его зафиксировали, ну и все, и можно начинать. Ну тут тоже есть такой очень существенный нюанс. Так, открываете банку с краской. Набираете вот, ну, на специальную кисть. Ну, таких кистей очень много, в принципе, в любой, да, С плоским срезом. да, с плоским срезом, любой ценовой они есть, как бы по цене можно подобрать. Чуть-чуть набираете краски на кисть. Обязательно ее нужно отбить, чтобы количество краски было небольшим. Иначе она действительно, ей ничего не останется, как только затечь под ваш трафарет. Все, и вот такими точечными бьющими движениями начинаете его набивать. Ну вот теперь самый такой приятный, самый такой интригующий момент. Снимаем трафарет и смотрим, какая красота у нас получилась. Идеально, да? Вот та самая, вот вы как-то грамотно так рассчитали вот именно насыщенность, да, то есть вы не стали слишком плотно накладывать краску, да, чтобы вот были вот эти пробелы какие-то, да, эффект старины, так сказать. Ну да, такой художественный момент. Просто как будто бы эта надпись, она такая полустертая, уже вытертая, да, там многими поколениями семьи, которые сидели на этом стуле. Ну вот и в зависимости от того эффекта, который вы хотите добиться, вот с такой силой как бы и наносим краску. Так, сейчас мы сделаем трафарет на спинку, набьем точно так же легкими движениями, чтобы тоже надпись была полустертой. Ну и Дарья, наверное, попробует, да? С удовольствием попробую. Так, ну я думаю, приклеить все-таки вам лучше будет, потому что я сейчас точно что-нибудь не то сотворю, а вот постучать кисточкой я сумею. Ну да, все те же манипуляции проводим. Вот это, я думаю, тоже смогу. Ну-ка. Во. Вот это у меня хорошо получается. Вот я нашла свое предназначение. Вот так вот. Хорошо. Давайте сейчас наберем по центру. Я же прошла мастер-класс практически у Людмилы. Я запомнила, что нужно окунуть в краску, потом постучать, только потом туда переходить. Поехали. Ну, вроде бы у нас все получилось, то, что мы хотели. Там немножко мы вышли за край, но это нужно просто набить руку, Дарья. Приходите к нам, мы вас научим. Ну и сейчас будем снимать, как задумано. Дарья просто как профессионал поработала сегодня. Обратите внимание, получилось так, как задумано было. То есть где-то протерто, где-то насыщенно. Могу, умею, практикую. Людмила, ну и следующий у нас этап, это после нанесения вот это трафаретов, да, красочки этой. Дальше что мы делать будем? Дальше мы нанесем воск кокос, который придаст черному цвету некоторую припыленность, немножко приглушит вот этот его черный вот этот оттенок, да, и как раз-таки состарит поверхность. А кокос это что, это название его или это какой-то оттенок или что, почему он так называется? Воск называется кокос, ну, наверное, потому что он действительно белый, как сердцевина кокоса. Людмила, скажите, пожалуйста, а вот с кокосовым воском лучше не переборщить или лучше, чтобы его было побольше, потому что потом тряпочкой убрать? Или все-таки здесь должна быть какая-то золотая середина? Ну, золотая середина, конечно, должна быть всегда и во всем. Но дело в том, что восками, как знают, да, люди, которые с ними работают, восками очень трудно что-то испортить.
Восками, наоборот, можно какие-то погрешности, какие-то неровности, неточности просто исправить. Поэтому я и, как раньше говорила, что мы сейчас снимем излишки воска, тряпочкой снимем, и у нас будет уже законченная картина. Так, ну, воск впитался, воск немножко подсох, теперь просто настала пора его излишки снять. Как я и сказала, мягкая безворсовая тряпочка, смоченная водой. Делается все легкими, неторопливыми такими движениями. То есть не вот так, да? Да, нет, воск мы просто вытираем, мы его не втираем, не размазываем, просто убираем излишки, то, что лишнее. Ну, это как бы тоже зависит от предпочтений. Кому-то нравятся более глубокие тона, кому-то нет, поэтому... По-моему, сотрутся рисунок. Что-то мне об этом говорит. Ну что, дорогие телезрители, Людмила завершила процесс, значит, финальный этап наш, да, декорирование сегодня это нанесение кокосового воска. Выглядит все реально вот прям со стариной, с тем самым каким-то известком налетом. И мы оставляем все это дело так или что-то еще нужно сделать? Ну, при желании предмет можно покрыть еще сверху лаком. Можно влагоустойчивым лаком, можно более декоративным матовым лаком, смотря что вы вообще хотите от этого предмета. Ну, например, допустим, я на него планирую поставить красивый горшок с цветком. Ну, для этой цели он подойдет и с таким финишем, как воск. Если вы планируете его использовать как действительно как стул, то тогда, конечно, нужно покрыть лаком. Дорогие друзья, на этом время нашего эфира подходит к концу. Мы не прощаемся, мы говорим вам до новых встреч. Не забывайте, пожалуйста, о том, что у нас есть рабочая инстаграм-страница, а также WhatsApp номер, куда вы можете отправлять свои пожелания, вопросы. Возможно, захотите задать вопрос Людмиле, либо связаться с ней, мы вам в этом поможем. Ну а сейчас я хотела бы открыть небольшой секрет, который мы старались сохранить на протяжении всего эфира. Людмила совершенно не имеет никакого художественного образования, да, она работает в другой сфере, она является фельдшером. И вот сейчас бы хотелось услышать от вас пожелания. Ну, я хочу пожелать всем зрителям этой программы творческих вам всем успехов. Не бойтесь, берите в руки кисти, ножницы, ткани, вяжите, шейте, украшайте свою жизнь, делайте то, чего вы хотите, то, к чему стремится ваше сердце. Потому что настолько наша жизнь стала такой сложной, тем более за последние 2 года. Поэтому очень хочется где-то найти отдушину, хочется отвлечься от всего, от всех проблем. Это действительно не занимает много времени, не занимает каких-то финансовых больших вложений. Просто вы отдаете своему любимому делу частичку своей души, и при этом вы счастливы. Самое главное, я желаю вам всем здоровья. И призываю всех провакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. Пункты вакцинации все можно узнать на горячих линиях поликлиник, поэтому мы всех вас ждем. Будьте здоровы! Bum 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 bum.